7 мая Дмитрий Медведев не только избранный, но и действующий президент России. Спустя всего один день Владимир Путин премьер-министр. Формально роли распределены, обязанности ясны. Но каким образом сложится система управления страной, пока неизвестно. Все точки над «и» будут расставлены тогда, когда произойдут ключевые назначения в Кремле, в Белом доме и в силовых структурах. Тогда и будет понятно, на стороне какой команды преимущество. При Владимире Путине центр принятия решений был в Кремле. Именно здесь обсуждались ключевые вопросы международной стратегии, внутренней политики, макроэкономики и бизнеса. Теперь, говорят, система управления страной переместится в Белый дом. Но мне кажется, интрига немного сложнее. Чиновники и политики любят говорить о стабильности. А стабильность – это прежде всего сохранение неизменного порядка вещей. А значит, не будет кадровых революций, миграции чиновников и радикальных изменений в структуре Кремля и Белого дома. За исключением заслуженных повышений и не менее заслуженных понижений, все останутся на своих местах, будут выполнять привычные задачи и подчиняться привычному начальнику Владимиру Путину. По крайней мере, первое время.